прямом эфире работает служба новостей. В студии Милана Манаева. Здравствуйте. Три спортивных события в один день. Хоккейный матч, турнир по дзюдо и футбол. Вот момент, и надо попадать и забивать. Есть гол! Какая команда порадовала хорошими результатами? Источник смуты. Целями псевдобогослова интересуются ученые Алимы и Мюриды. Шум воды и шелест деревьев взамен городской суете. Этот водопад – это слезы девушки, которая осталась без своего любимого. Комитет по туризму организовал пеший поход по горным районам. Субботний день с одноименной акцией. Уже произошли большие изменения. В Сунжинском районе прошла массовая уборка. Этот субботний день был богат на спортивные события. Международный рейтинговый турнир по дзюдо собрал спортсменов из 28 стран мира и регионов России. Спортивное событие ежегодное и приурочено к памяти первого председателя Госсовета Чечни Хусейна Исаева. Соревнования будут проходить 2 дня. На открытии турнира присутствовал глава республики. Продолжит Зураб Центроев. Дзюдоисты из нескольких стран мира приехали в Чечню, чтобы попробовать свои силы на 10-м международном турнире по дзюдо памяти первого председателя Госсовета Республики Хусейна Исаева. Почетным гостем турнира стал главный тренер сборной России по дзюдо Этио Гамбо. Подготовились к этому событию и чеченские спортсмены, которые, выступая в составе сборной России, не раз становились победителями престижных соревнований. Все ребята, которые живут в Чечне, и девушки, это сильные, я уже повторяюсь, красивые люди. Они просто, я считаю, это очень важный вид спорта, который имеет очень хорошую философию. Если мы его будем пропагандировать именно с детских лет, я думаю, что скоро мы увидим уже в Бразилии олимпийских чемпионов из Чечни. Турнир посетили глава республики и другие официальные лица. Рамзан Кадыров пожелал спортсменам успехов и стойкости духа. Накануне глава региона опубликовал пост на своей странице в интернет-приложении Instagram, в котором вспомнил первого председателя Госсовета Чечни, память о котором и проводится состязание. Кадыров отметил, что сегодня в клубе дзюдо имени Исаева занимаются более 5000 подростков и юношей, и они становятся чемпионами. Подтверждение этих слов именитые дзюдоисты и обладатели олимпийских наград, которые присутствуют в зале. Организация, конечно, на высшем уровне, так как и принято в Чечне и в Грозном. Ребята борются очень сильные, так что есть и будет на что посмотреть в финальной части соревнований. Сегодня свое мастерство на татами смогли показать 120 спортсменов из разных стран мира. В схватках приняли участие дзюдоисты в весовой категории от 60 и свыше 100 килограмм. По итогам первого дня состязаний чемпионами турнира стали 2 дзюдоиста из Чеченской республики – Умар Сулейманов и Руслан Ирисханов. Окончательные итоги станут известны уже завтра. Зураб Центроев, Шуди Саидов, Муслим Хасиев. Новости. А в Ледовом дворце Грозного прошел товарищеский матч по хоккею между детскими командами Чечни и Словении, организованный мэрией столицы. Встречу приурочили ко дню города. За происходящим на льду следил Рамзан Кадыров. Он сообщил для ребят радостную весть. Глава Чечни пообещал построить специализированный ледовый дворец для хоккеистов. Напомню, в прошлом году наша команда проиграла словенцам. О сегодняшних результатах Дагмара Касаева. Право разыграть первую шайбу предоставили главе республики Рамзану Кадырову. С его легкой руки уже через несколько минут шайба полетела в ворота словенцев. Сегодняшняя игра должна была стать матчем-реваншем для грозненских хоккеистов. В прошлом году на словенском льду наша сборная уступила клубу «Олимпия», заняв 2-е место. Общаться с журналистами до начала матча хоккеисты отказались, боясь испортить настрой. Лезгинка, звучащая в зале, наоборот, настраивала на нужный лад. К матчу основательно готовились не только спортсмены, но и артисты ансамбля «Ламанхой». Для участия в церемонии открытия они даже встали на коньки. Право открыть дружеский матч предоставили Исламу Кадырову. С первых минут Грозный
грозненцы взяли инициативу в свои руки. Игра по большей части проходила на половине поля Олимпии. Клубу «Грозный» неоднократно предоставлялась возможность забить шайбу в ворота соперников. Вскоре вслед за первой в сетку полетела и вторая шайба. Специалисты считают, что удачный старт первой хоккейной команды в истории Чечни дает надежду на большое будущее этого вида спорта в республике. Любовь в Грозном к хоккею есть, и она уже не остановится. Единственное, что для этого нужны определенные условия. То, что мы видим вот сейчас вот по этим каткам, конечно, это маловато для большого города. Хотелось бы видеть хотя бы небольшую арену с трибунами. Для того, чтобы делать шаги вперед, это, естественно, нужна материальная база. Что в нее включается, это спортивное сооружение, имеется в виду катки. Чем больше катков будет, тем больше будет массовость, тем больше будет людей заниматься, и тем больше будет игроков, которые, в общем-то, в дальнейшем будут развиваться и будут появляться мастера высокого класса. В середине матча словенцы взяли инициативу в свои руки и попытались переломить ход событий. В ворота грозненцев полетел первый гол. Однако на дальнейшей игре это никак не сказалось. Клуб «Грозный» продолжал атаковать ворота соперника и вполне успешно. Несмотря на все старания Олимпии и советы наставника, грозненцы одержали убедительную победу со счетом 4-1. Главный тренер грозненской команды игрой своих подопечных остался доволен. Достойно отыграла, то есть мне понравилось. Можно гордиться ими. Соперники очень достойны. Клуб у них около 50 лет существует. То есть мы третий год только, мне кажется, очень даже хорошо. С хоккеистами из Словении приехала и Андрея Кузман, третий секретарь посольства этой страны в России. Основателем хоккея у нас в регионе стал Матиаш Ферков, словенец, в прошлом профессиональный хоккеист. Юные спортсмены хоть и занимаются 2 часа в неделю, но уже прочно стоят на льду. Если до сих пор представители нашего региона были первыми в силовых единоборствах, то теперь у нас появилась возможность завоевать мировое золото и в хоккее. Учитывая то, что в хоккей играют настоящие мужчины, в этом виде спорта у нас большие перспективы. Дагмара Касаева, Муса Астамиров. Новости. И к другим темам. В Государственном концертном зале Грозного прошел 3-й отчетный концерт молодежного музыкального проекта «Дейкаса АЗ». Главный гость вечера – глава региона Рамзан Кадыров. Конкурс организован Госфилармонией. Он длится больше полугода. За это время проект покинули несколько участников. За дальнейшее участие борются 16 юношей и девушек. Сегодня руководители проекта преподнесли зрителям неожиданный сюрприз. На сцену вышел сын легендарного чеченского гармониста Умара Димаева Амарбек. Он живет и выступает в Германии. В этот вечер он исполнил песни своего отца. По правилам конкурса номинированы 5 участников проекта. Одного из них спасли сами конкурсанты, за второго должны отдать свои голоса зрители с помощью СМС-голосования. Ну а больше всего повезло номинантке, которую своим решением оставил на проекте глава республики Рамзан Кадыров. В Сочи продолжает свою работу 12-й международный экономический форум. Наша республика представила здесь 53 инвестиционных проекта на общую сумму 170 миллиардов рублей. Среди них определены наиболее приоритетные. Это строительство, в первую очередь, каскада ГЭС на реке Аргун, спортивно-оздоровительный туристический комплекс Грозненское море, развитие автомобилестроения, возведение высотного комплекса Башня Ахмат и молочного кластера. О планах по развитию в регионе молочной индустрии премьер-министру Дмитрию Медведеву рассказал Абубакар Идильгириев и представитель израильской компании-инвестора. Насколько успешным окажется форум для Чеченской Республики, говорить еще рано, а пока наша страна продолжает переговоры с инвесторами. Мы ломаем стереотипы, вместе с израильтянами строим молочный кластер. Уже я летал в Израиль, мы вот собираемся строить. А сколько коров будет? На 4000 голов. 4000 голов? Очень большая. Это 4 дойного стада или всего 4? 3 фермы, дойного стада по 1200. В рамках российско-израильского проекта по цифровой технологии. 4 это еще не все, что нет, ветеринария, цвет, это норма. Нет, это прилично.
Черная полоса позади. За последние 5 лет Терек одержал первую победу над действующим чемпионом страны. В матче с ЦСКА грозненцы показали именно тот футбол, которого так долго ждали фанаты, не позволив армейцам создать у своих ворот ни единого опасного момента. Сейчас наша команда с 16-го места поднялась на 14-е. О ходе матча и его результатах наш спортивный обозреватель Адам Ахмадов. После неудачного старта Терека в нынешнем сезоне появились люди, которые стали призывать к отставке Красножана. Однако глава Чеченской Республики и почетный президент Грозненского клуба с этим мнением был категорически не согласен. Более того, Рамзан Кадыров всячески поддерживал как тренера, так и футболистов. А накануне важнейшего матча с московским ЦСКА Рамзан Ахматович посетил тренировку команды, причем общался он с игроками не как руководитель, а как истинный болельщик и призвал ребят собраться духом и выйти на поле как на последний бой. Таким образом, внеся лепту в последующие события. Эй, Вова! Молодец, да. У тебя чеченский знает, да. Как настроение? Надо все, что было, оставить, да, и начать новую, да, страницу. Мы напишем хорошую книгу, чтобы всем было интересно читать. Да. Тогда, да, тогда будет и нам весело, и вам весело. Поэтому проигрыш бывает, но надо выиграть. Но. Вы очень сильно играли. И все игры, лучшие игры были там. Ну, что-то там какой-то неуверенно вы чувствуете, это очень плохо. Мы вместе, мы команда, мы должны завтра выиграть. Я уверен, что мы выиграем. Если у нас будет дух команды, не каждый там отдельно, а командный дух. Выйдем там, знаешь, настроем. Оставим все семейные проблемы, что завтра будет, что сегодня будет там. Поддержка там, знаете, вот требует от болельщиков поддержку, там, знаете, вот веселая игра, веселую игру нам надо строить. Очевидно, что общение с главой региона пошло на пользу футболистам Терека. С первых минут встречи хозяева прижали соперника к своим воротам. Создавалось впечатление, что не армейцы действующие чемпионы и обладатель Кубка страны. Защитники ЦСКА то и делали, что просто отбивались от набегов грозненцев. Уже в самом дебюте Айлтон здорово откликнулся на передачу Иванова и вышел 1 на 1 с Акинфеевым. Однако кипер сборной России сумел спасти свою команду, а удар Адилсона оказался неточным. В первые минуты особенно активными у Терека были Лежар и Кану, которые буквально затерзали на Бабкина и Березутского. А Кану и вовсе отличился, причем сделал это красиво, по-бразильски. Пропустив мяч, армейцы большими силами пошли вперед, однако дальше линии штрафной Терек их не пускал. Отличный матч провел Феррейра, который не дал развернуться ни Мусе, ни вышедшим на замену Витиньо и Базилику. Грозненцы грамотно играли вторым номером, уповая на контратаки, и в конце первого тайма одна из них вполне могла завершиться голом. Но Лежар запоздал с ударом, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев. Второй тайм начался так же, как и закончился первый. Москвичи старались контролировать мяч, но в результат это не выливалось. Подопечные Красножана по-прежнему играли надежно в обороне. В середине второй 45-минутки гости подсели. Увидев это, Красножан выпустил на поле вместо уставшего Кану свежего Лебеденко. Игорю понадобилось меньше минуты, чтобы огорчить соперника. Сначала Акинфеев снова спас после удара Айлтона, а затем грозненцы доставили мяч Лежару, и тот классно навесил штрафную. А Лебеденко нанес не менее классный удар под перекладину. 2-0. Оставшиеся минуты ЦСКА отчаянно пытался забить хотя бы гол престижа, но хозяева ничего сопернику не позволили. И наконец прервали сразу две неудачные для себя серии. Эта победа стала для чеченской команды первой в сезоне, а также грозненцы впервые за 5 лет сумели обыграть армейцев. С ЦСКА нельзя было играть в открытый футбол, поэтому мы как бы сознательно сыграли вторым темпом. Что-то не получилось, не получился быстрый выход в атаку. Но то, что не пропустили первыми, забили гол, но как бы больше игру уже вели мы. И неплохо сыграли в позиционной обороне. А тот гол, который Игорь Лебеденко забил, ну, он, наверное, уже как бы просто подтвердил, что мы победили сегодня.
Перед тем, как перейти на пресс-конференцию, Юрий Красножан и его подопечные приняли поздравления и от Рамзана Кадырова. Играли просто, красиво, четко. И начали новую страницу. С помощью Аллаха мы будем чемпионами. Все играли очень. Спасибо нашему тренеру. Спасибо тем, кто не верил ему, кто поверил ему. Эта победа позволит Тереку в первую очередь эмоционально раскрепоститься. Ну а ЦСКА теперь постарается сорвать зло на чешской Виктории. Правда, уже в другом турнире Лиги Чемпионов. Грозненцам же не стоит расслабляться. Впереди у них тяжелейший выезд в Москву, где их примет столичный «Спартак». А кто выйдет победителем из этого противостояния, мы узнаем вечером 5 октября. Адам Ахмадов, новости. И к другим темам. Проповедь, противоречащая канонам ислама. Чего добивался Хамзат Эльханов, распространяя в интернете видео? Этим вопросом задались богословы и старейшины со всей республики. В студии телеканала «Путь» сегодня прошла запись программы с участием самого псевдопроповедника. Интересные отрывки из передачи в репортаже Алхазура Керимова. Чего собирался добиться лжеидеолог, так и непонятно, но ясно одно – такие люди не будут мешать исповедованию истинного ислама. Житель Урс-Мартана Хамзат Эльханов распространял видеообращения в социальных сетях, в которых пытался оклеветать духовенство республики и опровергнуть некоторые изречения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и устаза Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость. Глава республики вместе с известными религиозными деятелями региона и потомками Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, в едином меджлисе встретились с так называемым псевдопроповедником. Islam dan boven sharia dan Duitsers heel sterk was. Toen het gold het was zo die wel lees zo dat patchou wel wat zo zo die dat dan boven zo keer dan hawas dan is zo dat haji murid wilde wel. نرسل قاندو يمدينا حتى هيدا اخي ورايش ابغى اخي ميلدا والله دون دال دو سي خاتش دينا إتك دون صوصو إيدي تبعت حيوز مرات طاقين دلوقتي أنا دقع بقى تعبت تدرس أنا أصلا بوصل لا ولا حدير تيش وش حدير كويس وش ولا حدق أكل بوش دعكش تسلان أمير دوي دينات خاطرون حدون هانس دينا مو دينات خاطرون أحتقن حيبقوت إيه كان يبقوا وحيل يبقوا أحضانه ها تخش حبات شعو حطها عنيت بو والله بالله تالله قديت بو تعادون إزدو أدون صحمد أستانه سين حاجة ويزر سو حاجة مورد خضر بيدستان تعاون شو صود إحنا هون أو نسبي لبوشي ده حقيقة كذا ما هنكيد بوس هنكيري نير إيه أدوش هيدا صن حول أستوى بوش لك ده رجعت بوش وقت خلاص حجور بوش وقت حاجة موريش ترقوا تعمدوا توصل دوش الغود تو بو اسمه داع اسدون داع دوش داعنا اسدون سيخات ولا سيقمير اسدون حقيقة وخروش الاسدون نو حسن بوشنا تراوا بيشندونا يوك بوشو كيتشيشدون وابيش تباكنشينا شو مجعل زعسون سدعوي جيشوش وابيش ديش حاول نسخيل اسدون الشغل وابيش سانجي بيتنا بس كده ايش دونه سدعوي جيشوش سو حاجه اشتبحتو سو حاجه يمردو سو خوش رمضان يو سو خدي شنو يو تعود غزالك حاول نسو دستون حاجه بعد سيدو ابو حاجه يمردو يقولوا لي ايش بوتش بعد تبع وتش دون قوست يدو سو حاجه يمردو سو رتي مش بو ده سو داس كده وابيش إذا حاجة سيغط دعديل ديوخر دو دعديل أرض دعن حاجة دياس وارو سيد دعديل أرض جسون باشد تنها بلوك بيش دعن تغن أحد دوش درگی دعنا سون
خزيت أسقوبل ديدوش ساعة بخبوش تو هندي حاجة كامل دوشت قرآن بايمر سنة طون شو صوت عليك خلاص طون وجدك شات عارف البوكس أعدو تشتريك قرآن شري دوش بايمر حديث ديسن حديث دوش سعادة سؤالة سعادة طون بايمر ديسن ما دون ستو دوات كشتي تيجي بايمر تشيك وقت بتخت الأولاد بوه ويدون سعر سنة دس دوش دو أعدو تشتري بس Здесь же на Меджлисе было подтверждено решение наказать Хамзата Ильханова. Он должен провести уборку во всех мечетях республики, где совершают пятничную молитву, включая и прилегающую территорию. И уже сегодня свое недовольство действиями псевдопроповедника выражали в Гудурмесе. Потомки устаза, старейшины и видные богословы из всех районов республики в таком составе духовенства собирается разве что только на мусульманские праздники. Однако на этот раз традиции пришлось изменить. فرز مرغبته إلى صنير ترحيسه شاق أبل وإنشان شينا دال صوتا بالبوه أتيق إتسقوا بشويش بيحكي خيروات ألا أوش حقيلا مزحب بص غلز ديلا حقين تسويش عناب قيت ويش حقيلا مزخان دعيوخ شحون حالخر مليكش دو حقيلا مزحب إشتيق أميرش إذا حمزة حق أميلا بوخ ميشربو أحتاج تبى ناخذ دويت تخذ خبر شو ما دويت حاجة يتأرخ أحتاح ويت داوتش تحت نحا واخي يادن خيل دوش دول متو واخي كانت يادن واخ يادن خيل دوش دول يوزن إيرا دويت إدرا تحضر الخبر شوخة يوخة قموخ دويتر أحميشر دولار حون بقدك دي شدو قولا دق سين دقتوش سين خيتك سين خيتر يعدنق بقدرش مو خيترهم مو دكتور سرحون هو أي الخلر هاي دكتورش دادين درش دول قميل بقدوهن قميل دادي يبوش دكتور سر يبيقي بقدات أولي إيش أخدين دولش دول بقدرش دايس هنت إي حدوش دكتور يشخل دوش دول هم ديل وان هارد إشت أستاذ بيركت توتسو دكتور يش دول إخيترهم أستاذ بيركت دول إخيتر. Многие его действия полностью противоречат канонам ислама. Лжеидеолог наставлял своих последователей на путь, который якобы он считал истинным. Но теперь Ильханов раскаивается и осознает, что поступил неправильно. Что касается данного проступка, с точки зрения религии, высказался муфти Султан Мирзаев. إيش دال قرآن شو خاستينا بوش بولشو ديل جرجر ناخموغ إير در لامز دال فرزدن إلش عليه الصلاة والسلام شو سيلح متك لق دال إلشين دحل بيجمتك إلش عليه الصلاة والسلام موسو برهي يلس من شغل إيش يقي قيلينش الله دال إلشين دبي خورياتش قيلينش إتشين دحل وقتيش دال فرزدن تدلن دوشتول لامز يوحنتي وين ما أردوح شوز غيت شوز غيت إتنت إير بخنت وعادالين داخدي تردوق إذا تلامز ديش أت إتلامز يالوش فرز دين تدلن دولش دولو فرز لامز ديش وين مو مقردر إرسنو در حاجس مو إيردر سل خارج قمال قيمتش أخير در خارج قمال دوق إذا ويخيل بوش بالبقيناخ ساعة دنيا سجل واقعش بوش دنيا نسبة غيرش بوش دنيا طولش بوش قادر طريقة تأخيل بولش بالبقي ناخه وتدينس لارم بيش علم ناخ سيديش وت علم ناخ دقا بولش يري وشوت مارخوبش قبوت مارخوبش يقنا غوتش قرآن دوش وت قرآن عمل يش ديل حواش ويلسك دعولش إشت إبوه بيش تعبانا ويدعميال بغن بالبقي ناخ أقا تغن هرقميل شوي دوئل تغن إشحاب بولش خيلشه تدقنش ليال خلا Богослов в один голос заявляет, за истинный ислам и тарика чеченский народ заплатил высокую цену. Тем более недопустимо, чтобы после всего теперь кто-то пытался ввести в заблуждение юные умы. آدم قير له بيعي لي لور يخني خسون تقاش رئيس والنشات سوالش خسون قمال دول دور حشي قمالخ تيكدو استعدل جدام تأيتي إش بقدو
هو أصدش قميلح سو قلوالح سو إيش قوين ويتا أصدال بيغمرنا حلقها شو بيخ باقر ما بوأس قال يدري وين قمال حلق إيش توس بقيش وين بوزنج بقيش نه قمال إدر أهينتي مصو أقدر غاتشان إدغير شوال شو حكم حجبو شغلة إلزان بتج حاجة تيشل عودل صندوقة ويش خان قيمة دينا يحكم حاجة إيش تلقوق الحاجة بيلنا ينسك بس حكم حاجة ألير بوهوش إذن وريري ما أنت حاجة محمد غيري قمال يازنا دوز حماك أخوال مبا أحتوانت هوديت الحكم حاجة خيت نير إلزان بتج حاجة دال درجة لق بوهلوش شاهد أحشوين ألير سوا ديل يلجن شريعة دحشوين شا شريعة ديتن دعوة شا شريعة خيتنك شا أليح شريعة خير دشون شريعة سهوت شوين رجشي بعد بيقن قوشو إلا بوش غزنق وينها شا حلوة قم غير تلش شوك حلوة أخلو رقوات شا وحوا قم غير تلش شوك وحوا أخلو رقوات شا إذا الله ديلا شيخ دادك دين ولا شون. Шейх Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, сыграл огромную роль в становлении религии среди чеченского народа. В первую очередь он опирался на Коран и Сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. То же самое завещал и своим последователям. Und als Peygamber der Salam Gultsuna shashi diran zulam dinatsa ashe naran zulam dinaqwa دقة كيجي ناخا يسندوش دوش قميش لا دينا تسوت يعقل بولا يقمي الحالات أوس قمي الثاني شاش عمل ييز ماتشة قلبه الدقة كيجي ناخ بوي مخكع بقي نشخر بو سندير Peygamber der Salam Gultsun مو الله غونيق أدمن يقي وعبلا نورش والستجن يغونيق وعبلا رقا خير دوتسون قيمة ددالل أتني يغونيق بيش بوش نيق خير دوتسون الأتصل شوها قير محل دوئيس سندير تغنى شاتوبة دينا دوح كوالرل سونغ إشا قلبي أغبولش بول نخ شاوك تلفزيون حجنا تسوول شاوك جاء إنترنت شو حجنا تسوول إشا قلبي أغبولش بول نخ هورستج حقلوش دلع السبع عندلش نيسو أنت إرجلوا يا قانون سونك أنت إرا والله حق نيس نيا والله الله إنا حلقة ريحة شاويل والله قحيك ديش سجى وير بوسو الدنيا سبع عندلش اشتهونيق إرجلوا لك توانا نو ويج ولات إعوانا ستبينا سيخارسو صوني سغلر صندع خواج ديلا دويا بايامر دويا أستاذ دويا سونك أنت إرا ولا أولش سونك إشت دال مقلا إني أقبل نيت دوسة شلغة أقشوا عبرش برش ناغي سويجر دال درش دونا شنا إشت بقي جاك مساجة باس سويجر دال درش دوش أتصل لدلون أتصل غالتن بقدرش دوح غالت دال سويجر دال دوح إلشن دوح أستاذ دوح أنت يردول دوح. Известные богословы и алимы республики сделали вывод: Хамзат Эльханов из-за отсутствия фундаментальных духовных знаний впал в заблуждение и пытался навязать свои измышления остальным посредством сети интернет. У него не нашлось обоснованных доводов в оправдании своего поступка. Алхазур Керимов, Адам Чекуев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Мы продолжаем. Сразу в 4 населенных пунктах Шатуйского района открыли новые административные здания. До сих пор работникам приходилось ютиться в приспособленных помещениях без элементарных условий. Жизнь до и после сравнил Магомед Салтамурадов. Открытие нового здания для работников администрации и жителей села Зоны – большой праздник. Раньше администрация находилась в частном доме, арендовала комнату в 20 квадратов. Работали, как говорится, в тесноте да не в обиде, но без каких-либо удобств. Новое здание построили по поручению главы республики.
Разрезать красную ленту доверили старейшине села. Новое здание администрации куда больше по масштабам и удобнее. Обставлено новой мебелью и техникой. Строители постарались на славу. Учтено буквально все, вплоть до пожарной безопасности. Такое же здание открыли и в соседнем селе Помитой. Сотрудники местной администрации испытывали такие же трудности, как и их коллеги из села Зоны. Арендовали маленькое помещение. О таком здании могли только мечтать. Спустя много лет собственную крышу над головой обрели и работники администрации Саттинского сельского поселения, которое охватывает 3 населенных пункта – Урдюхой, Сатты и Юрчкилой. Все здания аналогичны, построены по одному и тому же проекту. Новоселье справили и в Улускерте. На торжественное открытие собрались и местные жители, которые ждали этого события не меньше, чем сами работники администрации. Развитию горных районов глава Чеченской Республики уделяет огромное внимание. Только в одном Шатойском районе, благодаря ему, за последнее время построено около 200 объектов. Проводится газификация. На днях должен открыться новый спортзал в селе Борзой. Шатойский район – один из самых больших по числу населенных пунктов, но до сих пор собственную крышу над головой имели только 4 из 15 администраций поселений муниципалитета. Теперь для большинства из них эта проблема уже в прошлом. Полностью проблема, как утверждают местные власти, будет решена в ближайшее время. Магомед Салтамрадов, Ильяс Якубов. Новости. Выходной день жители Сунжинского района посвятили не отдыху, а уборке. Во всех населенных пунктах муниципалитета прошел субботник. В стороне от массовой акции не остался никто, в том числе и наша съемочная группа. Я вижу, вы пришли. Значит, мы с утра здесь работаем, вот убираем лишние вот эти пеньки, очищаем деревья, очищаем вот эту дорогу. Под шум грохочущей техники в Сунжинском районе идет тотальная ликвидация ветхих построек и мусорных свалок. С предложением провести масштабные субботники своими силами местные жители обратились в администрацию. Чиновники пошли навстречу, создали оперштаб. В станице Асиновская подъезды к населенному пункту приводят в порядок все от мала до велика. Всего около 100 человек. Даже старейшины без дела не остались. Сунжинский район предварительно был разбит на секторы. Их закрепили за министерствами. Часть участков курирует Министерство территориального развития. Те площадки, что не попали под межевание, приводят в порядок местные жители. Они очищают поля и подъездные дороги. У нас село разбито на 21 секции, на 21. Подрядчики все заступили на работу. Уже произошли большие изменения. Масштабный субботник прошел и на секторе Министерства труда в Серноводске. В нем приняло участие около 400 человек. У нас месяц осноки. Нам строят дома, ремонтируют. Вот мы помогаем. Не надо бороться за чистоту, надо подметать. Взяв слова известного публициста Ильи Ильфа за девиз, накануне Министерство по делам молодежи тоже приступило к работе по благоустройству территории в Сунжинском районе. Сейчас здесь идут работы по очистке улиц от мусора. В дальнейшем планируется заменить ветхие заборы и кровли. Елена Генералова, Рамзан Аслаханов, Джамиль Ахмадов. Новости. Завершить газификацию села Бамут в кратчайшие сроки. Выполнением этого поручения главы республики занимается Министерство сельского хозяйства. Сегодня руководитель ведомства интересовался ходом работ по проведению газопровода. Его протяженность составит 10 километров. Работы будут завершены в ближайшие дни. Gaz svete fi filch haldo barshas li ba haldo barshas olarsa
تقهم نيقة سالرنا ما سكوت بيلي تربوا الله وفعلوا شيء تقول Ход строительства частных домов для страннуждающихся семей проинспектировал глава Урус-Мартановского района. Основные работы здесь уже завершены. Сейчас идет косметический ремонт. Добавлю, что средства на возведение жилья выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Кадырова. И в продолжении темы найти лечение и поддержку на чужой земле. Инвалид второй группы Фахриддин Анарбаев приехал в республику из Таджикистана, чтобы обратиться в фонд имени Кадырова. Продолжение истории в репортаже Ларисы Салтукиевой. Фахриддин Анарбаев в Грозном уже больше месяца. Сначала жил в одной из местных мечетей, позже ему предоставили место в стационаре Грозинского протезно-ортопедического предприятия. В Чеченскую республику из далекого Таджикистана мужчину привела надежда. После тяжелой болезни он остался без правой ноги. Спустя некоторое время начала отекать и левая. Средств на лечение, а уж тем более на протез у мужчины не было. Не найдя поддержки у себя дома, Фахриддин отправился в путь. О том, что глава Чеченской республики не оставляет без внимания нуждающихся, слышал не раз, говорит мужчина. Вот решил обратиться. У нас там, как сказать, не помогли. Меня не ценили, что служил в Афганистане, родину защищал. Не ценили. Вот. Пришлось приехать в Грозный. Просьба Фахриддина была услышана. Он получил стационарное лечение в Республиканской клинической больнице. Кроме того, региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова приобрел для мужчины протез. Ваша просьба исполнена. Вам сделали протез. Вам Аймани и Рамзан Ахмад желает скорейшего выздоровления. Как говорится, я не от хорошей жизни приехал. Обратился в фонд, региональный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова, Героя России. Писал заявление Аймани Кадыровой, президенту благотворительного фонда. Приняли как своего, оказали все медицинские услуги. Вот. И для приобретения протеза тоже помогли. Большое им спасибо. Фахриддин тут же примерил протез и даже сделал несколько шагов. Теперь осталось лишь привыкнуть, говорит мужчина, и можно будет передвигаться самостоятельно. Совсем скоро он отправится домой, уже без костылей. Кстати, расходы на дорогу тоже взял на себя фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова. Лариса Салтукиева, Рустам Исмаилов, Жамиль Ахмадов. Новости. На Теречном районе задержаны молодые люди, перевозившие крупную партию психотропных веществ. Это не единственный случай, когда правонарушители пойманы с поличным. Оперативники выяснили источник сбыта наркотиков. Подробнее Луиза Андиева. Один из задержанных пытается объяснить правоохранителям, что таблетки, изъятые у него, предназначались для бабушки, которая серьезно болеет. Однако количество сильнодействующего психотропного вещества наводит оперативников на определенные мысли. Получил сбой, бабушка, что делать? Родителей задержанных пригласили на разъяснительную беседу с правоохранителями и богословами. Они подтвердили, что ничего не знают о поездке их детей в соседний регион за медицинскими препаратами. Однако молодые люди продолжают вести себя вызывающе. В итоге у некоторых из взрослых сдают нервы. В свою очередь богословы напомнили задержанным об ответственности перед Всевышним. Правоохранительные органы уверены, канал незаконной перевозки сильнодействующих препаратов из Моздока практически перекрыт. Именно непосредственно у нас есть Октябрьский пост, туда откомандирован наш сотрудник уголовного розыска, прикомандирован в данном посту. И совместно с ними проводятся мероприятия.
по полученной информации им передается от Моздовского отдела, так скажем, если приобрели, есть информация, они там проверяют, задерживают, нам передают. И если у них информация, что через другой, допустим, объездной путь они проехали, то также звонят нашим сотрудникам уголовного розыска, они выезжают, нам передают номера автотранспорта, марку автотранспорта. Также мы проверяем, доставляем в отдел, проводим мероприятия. А этих молодых людей полиция задержала той же ночью на Теречном районе за употребление марихуаны. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Натеречному району на окраине села Бенеюрт Натеречного района были задержаны и доставлены за незаконное употребление и хранение наркотического вещества марихуаны. Адрес, по которому собирались подозрительные лица, находился под наблюдением правоохранителей. В итоге с поличным задержаны 3 местных жителей. За что вы задержаны? Кассетку. Это твоя была, да? Да. Ты принес? Да. Оперативники проверили и местные магазины. Выяснилось, что 2 продавщицы реализуют крепкие спиртные напитки без соответствующих прав на продажу. К ним будут приняты меры административной ответственности. Впрочем, большинство предпринимателей здесь и так стараются соблюсти закон о продаже спиртного, хотя бы из религиозных убеждений. Луиза Андеева, Рустам Исмаилов, Ибрагим Налаев. Новости. Первый из 3 этапов конкурса лучших знатоков Корана уже стартовал. 120 юных хафизов со всей республики сегодня отвечали на вопросы богословов по правилам чтения Священного Писания. Продолжит Зура Саламова. В свои 9 его называют знатоком священной книги. 9-летний Абдурахман Магомадов – самый юный участник конкурса. Чтобы выучить весь Коран наизусть, ему понадобилось всего 11 месяцев. Этим ребятам чуть больше 10 лет, но их духовный статус в исламе намного выше. Здесь собрались хафизы со всей республики. В конкурсе будут принимать участие только юноши, окончившие духовные школы. Помощник главы республики Хасен Кадыров наставляет ребят перед началом испытания. قلق هم القرآن دوسي شو خايد شو بعيش شو بلديوش بولشانا خايد شو ملسيدو خايد دال يرجع نعم يرجع إن شو دول لما السودان أنا ويلي يشلوكين ودي قرآن عامل يروح في دعوة دي بوش لو شو منا ويش حجش شو خز وي إن إتجوز أعقد تجوز خيري كونكوس أعقد بول القرآن كونكوس خيري بول القرآن كونكوس شق المستو شق ويالتجا بيرمتك شخير دال مغلح. По условиям конкурса каждому участнику предстоит ответить на 3 вопроса по таджвиду, правилам чтения Корана и знанию священной книги наизусть. Из 30 джузов только первые 10 будут спрашивать на первом этапе. Конкурс пройдет в 3 этапа. Результаты первого отборочного тура станут известны 5 октября. Организаторы приурочили это событие ко дню рождения главы республики, а 3 финалистов определится через 2 месяца. В будущем планируется сделать этот конкурс международным. Зура Саламова, Рустам Исмаилов, Луиза Юнусова. Новости. В республике уже начинаются осенние холода, однако инвестиционный климат так и манит поехать в высокогорные районы и отдохнуть. Вместе с комитетом правительства по туризму желание приобщиться к природе осуществила и наша съемочная группа. Направлений туризма в Чечне масса – водный, лыжный, горный, автомобильный и пешеходный. Какой из них выбрали отдыхающие, расскажет Шуди Саидов. Работники комитета правительства по туризму решили организовать пешую прогулку для всех желающих по достопримечательным местам нашей республики. До первого пункта назначения мы едем на машине, ну а дальше пешком.
Рюкзак туристов – фотоаппараты и питьевая вода. Все, что необходимо для пешей прогулки по красотам Чечни. Для первого раза маршрут экскурсии составили небольшой, всего 15 километров. В это расстояние вошли красивые места Аргунского ущелья республики, такие как и Тумкалинские башни и Нихалоевские водопады. Именно с этого моста, ведущему к селению Нихалой, мы пойдем пешком, а направляется наша группа к Нихалоевским водопадам. Хотелось бы заметить, что высота этого моста составляет более 50 метров. Здесь безумно красиво. Наш регион богат своей историей и завораживающей природой, о которой писал не один поэт. Республику уже посещают гости из разных точек мира. Эксперты прочат в Чечне статус одного из туристических центров страны. Буквально за один день нам понадобилось 12 часов, чтобы собрать группу туристов, желающих пройти в пешую прогулку по Аргунскому ущелью. А желающих пройти эту экскурсию долго искать не пришлось. Фотографы, журналисты и студенты. Их всех объединяет одно – интерес к пешей прогулке по скалам и водопадам, которые захватывают душу. Мы находимся на Нихалоевском водопаде. Посмотрите, как здесь красиво, не передать слов. Если верить легенде, говорят, что этот водопад – это слезы девушки, которая осталась у своего любимого. В этой прогулке ребята держались уверенно. Несколько остановок, обед, и мы в Утумкали. На встречу участников экспедиции пришел и глава района. Он уверен, за один день увидеть все красоты этого края просто невозможно. В нашем районе есть все, чтобы именно эта отрасль, туристическая отрасль, нашла применение. И мы, и органы местного самоуправления, и население готовимся и работаем в этом направлении. Пешеходный, водный, лыжный, горный и автомобильный. Эти направления туризма всегда остаются популярными. И Чеченская республика – самое подходящее место для активного отдыха. Немаловажен и лечебно-оздоровительный туризм. Родниковая вода, горный воздух – все это может предложить уникальная природа Чечни. Шудин Саидов, Муслим Типаев. Новости. На этом все. Спасибо, что были с нами. Удачных вам выходных.